Якутия-24 продолжает работу в прямом эфире. Это программа «Итоги дня», в студии Влад Давыдов. Сегодня в выпуске. Прямая линия. В Москве идет пресс-конференция президента России. На месте событий работает наш корреспондент. Торговые центры без QR-кода. Глава региона Айсен Николаев подписал новый указ. Какие еще приняты послабления? Гордимся прошлым, строим будущее. Под таким названием прошел торжественный вечер, посвященный празднованию 115-летия Якутского медицинского колледжа. Кентервильское привидение. В русском драмтеатре в столице состоится премьера мюзикла. В памяти Николая Захарова-Сахача в училище Олимпийского резерва состоялось первенство республики по вольной борьбе. Продолжается большая пресс-конференция президента России Владимира Путина. Президент коснулся вопросов экономики, борьбы с коронавирусом. Также отметил, что бюджет России носит социально ориентированный характер. Рост расходов на социальные нужды россиян с каждым годом неуклонно растет. Путин уверен, что социальные расходы федерального бюджета в 2022 году превысят 4 триллиона рублей. Значит, во-первых, каково качество бюджета? Конечно, это социально ориентированный бюджет. Конечно. Посмотрите, у нас тоже вчера с коллегами из правительства все это обсуждали многократно. Если посмотреть расходы на тоже здравоохранение и на социалку, да, вот по здравоохранению, значит, если взять расходы федерального бюджета и системы ОМС, и региональные бюджеты, где-то 1,5, 1,7 примерно они тратят миллиарда триллиона на здравоохранение. Рост очевидный. Больше того, планировали где-то, по-моему, 3,6 триллиона на здравоохранение из двух источников, из федерального бюджета и из системы ОМС. А в этом году выйдем на цифру где-то около 4 триллионов. 3,9, 4. В следующем году запланировали 4, но явно будет больше тоже. И это просто цифры, абсолютно объективные цифры. Я говорю, это еще без региональных расходов, которые колеблются там, от региона к региону, от года в год, но где-то сейчас 1,6, 1,7 триллиона. Оценка удовлетворительная. Владимир Путин в ответ на вопрос корреспондента агентства РИА Новости о том, как он оценивает работу руководителей регионов в период пандемии, рассказал, что, учитывая протяженность нашей страны, ситуация в субъектах складывается по-разному. При общем руководстве федерального центра отдать на уровень регионов многие решения было правильным, по мнению Путина, но в целом руководители проявили себя ответственно. Российское правительство оказывало поддержку из госказны. В большом деле, наверное, что-то и где-то можно было делать поточнее, поэнергичнее, но в целом руководители регионов проявили себя в высшей степени ответственно, не боялись брать на себя сложных решений. Со своей стороны правительство, федеральный центр всегда оказывал поддержку тем регионам, которые проводили нужные решения и нуждались в поддержке, скажем, со стороны федерального бюджета. Помощь регионам кратно увеличилась. Единовременная материальная помощь будет оказана жителям села Бяскёль горного района. Сегодня премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о единовременной материальной помощи тем жителям села, условия жизни которых были нарушены в результате пожара, в размере 10 тысяч рублей на человека, а также финансовой помощи в размере 100 тысяч рублей на человека тем, кто лишился в огне имущества полностью. Соответственно, правительство республики и МЧС России должны представить списки граждан, нуждающихся в получении этой единовременной материальной помощи и финансовой помощи в кратчайшие сроки. Глава Якутии Айсен Николаев в своем послании Госсобранию Илтумен озвучил инициативу об учреждении каждому ребенку, родившемуся в Якутии в 2022 году, целевого капитала «Дети столетия» в размере 100 тысяч рублей.
Реализация проекта придаст особый смысл столетию Якутии и Году матери в республике. По прогнозным данным, в год столетнего юбилея Якутии ожидается рождение около 13 тысяч детей. Айсен Николаев поручил курирующему социальный блок вице-премьеру Ольге Балабкиной и профильному министерству оперативно проработать механизмы, связанные с возможностью использования семьями целевого капитала «Дети столетия». Ключи от нового сборного пункта призывников вручили военному комиссариату Якутии. Здание было передано в пользование военкомом по распоряжению главы региона Айсена Николаева. В настоящее время сборный пункт размещается в старом признанном аварийном здании. Однако уже со следующего года, следующего призыва, рекруты будут выходить уже из нового пункта, расположенного по улице 50 лет Советской армии в Якутске. Очень большую работу в этом вопросе проделало Министерство имущественных земельных отношений Республики Саха-Якутия. Лично было распоряжение главы, это он принял решение по приобретению вот этого конкретного здания, в которое мы сейчас переезжаем. Ну и также правительство республики очень много оказало поддержки, провело большую работу. Поэтому всем огромное спасибо за это. Итоги года по нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги» обсудили в Минтранспорта Республики. Все задачи по реконструкции и строительству новых дорог полностью выполнены. По словам гендиректора управления автодорог Республики Семена Филиппова, по сравнению с прошлым годом аварийность на дорогах заметно снижается, отчасти именно благодаря реализации этого нацпроекта. Да, в следующем году мы планируем работать уже на 26 участках автомобильных дорог регионального значения и тоже примерный объем около 3 миллиардов. Но это, наверное, не окончательно, потому что, я же говорю, мы работаем активно и с федеральным центром, выделяются дополнительные средства федерального бюджета, и которые тоже идут с тем, чтобы мы сдали определенное количество, наверное, километров автодорог, ремонта или строительства. На притрассовой автомобильной дороге к Эльгинскому угольному комплексу Нерингринского района водитель совершил съезд с дороги с последующим опрокидыванием в кювет. От полученных травм мужчина скончался на месте аварии. В кабине водитель находился один. Мужчина имел водительский стаж с 1996 года. Прибыл из другого региона для работы вахтовым методом. За последний год к административной ответственности за нарушение ПДД не привлекался. В момент аварии на улице было еще темно, отмечался туман. По факту ДТП проводится проверка. К другим новостям. Требования по допуску граждан в торговые центры по QR-кодам отменили в Якутии. Соответствующий указ подписал Айсен Николаев. Кроме того, разрешили проводить официальные спортивные мероприятия при половине заполняемости зрительного зала. Ранее соревнования проходили вообще без зрителей. Также режим работы предприятий общепита, в том числе банкетных залов, продлевается теперь до часа ночи. Тем временем эпидобстановка в Нерингринском районе остается напряженной, однако заболеваемость по респираторным инфекциям в целом идет в районе на снижение. Все подробности у Ирины Кичигиной. Снижение заболеваемости по совокупному населению за прошедшую неделю составляет 10-12%. При этом снижение происходит в основном за счет детского населения, но превышение эпидпорогов все еще сохраняется. Свой результат дали ограничения, принятые оперативным штабом, когда среднее звено школьников было переведено на дистанционную форму обучения. По коронавирусной инфекции заболеваемость взрослого населения пока остается стабильно высокой. По детскому населению у нас произошло снижение заболеваемости по сравнению с предыдущей неделей на 5-7%, по сравнению с неделей до этого практически в 2 раза. То есть те ограничительные меры, которые в целом нами были введены по району, они дали определенный эффект, который как раз и выразился в снижении заболеваемости среди детского населения. По ежедневному мониторингу можно сказать, что тенденция к снижению будет продолжаться. Это позволило снять ограничения с общеобразовательных учреждений и учреждений доп. Образования. Ограничения остаются на проведение детских массовых мероприятий, при которых возможно смешение групп детей из разных образовательных учреждений. По желанию родителей возможно посещение театров и учреждений культуры неорганизованных групп. В этом году театр кукол Республики Саха-Якутия предоставляет детям к показу только спектакль.
к просмотру 12 месяцев новогодних утренников и организованных утренников к Новому году в этом году у нас нет. Родители могут самостоятельно приобрести билеты в кассе театра. Сейчас ставится вопрос о начале вакцинации подростков 12-18 лет при согласии родителей. Это позволит еще улучшить показатели снижения заболеваемости коронавирусной инфекцией. А за последнюю неделю заболеваемость уже снизилась со 195 до 188 случаев. Ирина Кичигина, Захар Головин, Нерюнгри. Российский Минздрав зарегистрировал препарат для лечения коронавирусной инфекции под названием МИР-19. Его особенностью является работа на генном уровне. Он избирательно подавляет активность жизненно важных последовательностей РНК вируса, при этом не затрагивая геном человека. В ходе клинических испытаний была доказана безопасность и эффективность препарата. Он предназначен для ингаляционного применения в условиях стационара. В Тампонском районе 3 общеобразовательных учреждения закрыты на карантин. Такое решение принято в связи с превышением эпидпорога по простудным заболеваниям. Это в Хандыкской средней школе, Тампонской многопрофильной гимназии и Кресхальджай в средней школе. Тему продолжит наш корреспондент Мария Винокурова. Кресхальджайская средняя школа 10 декабря полностью переведена на дистанционный режим учебы из-за вспышки COVID-19 до особого распоряжения. В школе обучается 211 учащихся. Сегодня почти все дети выздоровели. Болеет 2 ученика. Из-за роста заболеваемости ОРВИ более 20% учащихся по согласованию с Роспотребнадзором 20 декабря на удаленку ушла Тампонская многопрофильная гимназия, где 234 ученика, а на следующий день и Хандыкская средняя школа, самая многочисленная в районе, где обучается около 600 учащихся. Все учащиеся в количестве более 1000 детей обеспечено дистанционным образованием. На сегодняшний день интернет-связь позволяет провести уроки в дистанционном формате. Интернет, можно сказать, она уже 3-й день уже работает стабильно. Карантин продлится до 27 декабря, поэтому все новогодние утренники отменены, и дети плавно уйдут на зимние каникулы. Тем временем карантинные дни совпали и с актированными. 3-й день в районе наблюдается низкая температура – до 52 градусов. Мария Винокурова, Хандыга, Тампонский район. Сейчас короткая пауза. Вернемся через 40 секунд в программу «Итоги дня» на Якутии-24. Это Якутия-24, программа «Итоги дня». Продолжаем выпуск. В эти выходные 25 и 26 декабря в Русском драмтеатре в столице состоится премьера мюзикла под названием «Кентервильское привидение». На итоговой репетиции побывала наш корреспондент Валерия Наумова. Премьерная постановка для нашего города с эксклюзивным музыкальным сопровождением, с невероятными декорациями, которые заставят каждого зрителя окунуться в эту готическую сказку. Кентервильское привидение – это забавная и поучительная история о типичной американской семье, прибывшей в Англию. Они покупают за бесценок старинный замок. Правда, в качестве бонуса семейству достается крайне необычный сосед – настоящее привидение, именующее себя истинным зловещим ужасом. Привидение застряло в замке на долгих 300 лет и уже смирилось с отведенной ему ролью. Но что, если истинная дружба, милосердие и любовь все изменят? Здесь есть такой, я бы сказал, может быть, поучительный момент. Не все в нашем мире материально, не все измеряется деньгами, какими-то там драгоценностями. Есть другие какие-то вещи духовного плана, внутренние вещи. Это как раз вот в этом спектакле, я считаю, про это. Здесь как раз вот эта внутренняя человеческая доброта, любовь побеждает вот эти все материальные. По словам директора театра, режиссер спектакля Андрей Габышев в тандеме с художником Андреем Волковым создали невероятно красивый, готический, несколько бёртоновский мир старой доброй Британии. Говорит мой знакомый,
автор инсценировки Денис Коваленко, он называет эту сказку «страшно смешная сказка». То есть у нас нет задачи напугать детей, но избежать какой-то мистики и привидений в самом названии, да, кентервильское привидение невозможно. Само собой, мы постарались насытить его какими-то трюками, волшебством, полетами, там, трюк от летающей головы пытаемся сделать, ну, какие-то фокусы. Насколько это у нас получится, ну, это уже судить зрителю. Сказочно-юмористическая повесть «Кентервильское привидение» Оскара Уайлда была написана в 1887 году. Именно на ее основе драматург Денис Коваленко и создал эту пьесу. Вышла смешная, трогательная история о столкновении двух миров – реального и потустороннего. А еще о доброте, неравнодушии, об одиночестве и безграничной вере в чистоту человеческой души. Постановку будут показывать на протяжении всех новогодних праздников до 9 января. Интересно будет посмотреть не только детям, но и взрослым. Валерия Наумова, Джулустан Иннокентьев, Якутск. В преддверии Нового года активисты Общероссийского народного фронта дарят праздничное настроение многодетным семьям. Сегодня они в костюмах помощников Деда Мороза и Снегурочки побывали в гостях у семьи Алиференко. Рассказывает Евгений Тайтонов. Вам помощники Дед Мороза приехали. Вот Снегурочка испекла вам пирог. Давайте мы его на стол поставим. Ну-ка. Дед Мороз нам дал задание передать вам подарки. Но не просто передать, а посмотреть, как вы выросли, что вы выучили и расскажете, что вы делали в этом году. Заходить в гости к семье Алиференко – добрая традиция активистов ОНФ. Но в этот раз повод волшебный – вручить подарки от самого Деда Мороза. Но чтобы их получить, детишкам пришлось пройти творческое испытание – прочитать стишок и спеть новогоднюю песню. В лесу родилась елочка, в лесу она росла, зимой и летом стройная, зеленая была. Члены Общероссийского народного фронта вот уже 2 года дружат с многодетной мамой. Пару лет назад дочь Лилии лишили родительских прав. Наша героиня не могла допустить, чтобы внуков забрали в детский дом. Оформить опекунство, представлять ее интересы в суде помогли члены ОНФ. Я приехала с Московской области, с Сергиева Посада, чтобы забрать детей, опеку взять над ними. В течение 2-3 месяцев я уже забрала детей. Я устроилась на работу и стала все собирать, все документы. Поживаем мы хорошо. Я рада, что они со мной. Они мне помогают все делать в хозяйстве. Вообще они молодцы, учатся очень хорошо. Активисты не только дарят подарки, но и помогают продуктами и теплыми вещами. По всем праздникам стараемся приезжать, привозить подарки, потому что дети активные, дети развиваются, детям интересно все это, и стараемся устраивать праздник детям. Дети всегда реагируют очень хорошо на подарки, как бы неизбежно. Новый год – это не Новый год, а дети всегда рады чуду. Сегодня Новый год, дети нарядились, тоже помощники Деда Мороза, мы тоже помощники Деда Мороза, пришли с подарками. Вроде весело посидели, рассказывали друг другу истории, потанцевали, попрыгали, подарили подарки. Следующей весной Общероссийский народный фронт планирует передать семье Алиференко домашних кур. Как будет выглядеть курятник, должны будут спроектировать сами детишки. Евгений Тайтонов, Григорий Николаев, Якутск. Старейшему в Восточной Сибири, на Дальнем Востоке, медицинскому образовательному учреждению в сентябре исполнилось 115 лет. На протяжении 4 месяцев идет ряд мероприятий. Завершением череды событий стал торжественный вечер «Гордимся прошлым, строим будущее». На торжестве прошла встреча с выпускниками, ветеранами, представителями медицинской и педагогической общественности. Сегодня у нас праздник не только для нас, а для всей медицинской общественности. Наше самое главное достижение за этот период, за 115 лет, наш колледж подготовит 19 860 с лишним студентов. Они сейчас специалисты и работали и работают в Ниве здравоохранения Республики Саха-Якутия и за пределами, и спасают жизни и помогают врачам.
Пользуясь момента, разрешите поздравить всех медицинских работников и в том числе наших выпускников разных лет и педагогов и работы, которые трудились в течение 115 лет в нашем родном колледже. В Якутске выявили сильнейших борцов не старше 21 года. В училище Олимпийского резерва прошло первенство республики памяти прославленного якутского борца Николая Захарова Сахатча. Сюжет Власия Сергеева. Выявление победителей и призеров республиканского первенства проводилось в 10 весовых категориях. Оспорить медали в Якутске из разных районов съехалось более 70 борцов не старше 21 года. В очень скором времени они перейдут в большой спорт, поэтому, по словам экспертов, этот период является решающим. Те, кто в этом возрасте показывает хорошие результаты на международном уровне, на российском уровне, они всегда хорошо начинают показывать во взрослом ковре результаты. Потому что сам тоже прошел этот возраст, именно с этого возраста я начал результаты показывать. Данное первенство стало одним из первых спортивных стартов после временного запрета на проведение соревнований. По словам представителей тренерского штаба, несмотря на застой, спортсмены находятся в оптимальной форме. Ну, я бы не сказал, что прямо так сильно сказался, потому что все на местах тренировались, кто на улице бегал, кто у себя дома тренировались. Но если бы было бы там локально, чисто в нашей республике, то проблемы были бы. А по всему миру, поэтому как бы весь спорт чуточку на один уровень, может, ниже упал. По итогам турнира победители и призеры каждой весовой категории будут отобраны в сборную команду республики для участия в первенстве Дальневосточного федерального округа. В тренерском штабе отметили, что команда Якутии занимает лидирующие позиции в этом возрасте. На данный момент на Дальнем Востоке две основные команды – это Республика Саха-Якутия и Республика Бурятия. Мы являемся лидерами по этому возрасту на данном регионе. Ну, иногда мы выиграем, иногда они. Ну, практически половина золотых медалей забираем мы, половина они. Ну, цель на Дальнем Востоке – это выиграть команду за счетом. Это получается 5-6 золотых медалей. Победители и призеры турнира памяти Николая Захарова Сахатча уже начали подготовку к первенству Дальнего Востока. Главный окружной старт в первых числах февраля примет Улан-Удэ. Власий Сергеев, Иван Яковлев, Григорий Охлопков, Якутск. Таковы итоги дня. Сегодня смотрите Якутию 24. Всегда будьте в курсе.